Да, буржуи в России буржуи. Вроде нормальные сапоги с длинными голенищами купил. Какого-то производства. Ну, российские имеется в виду. И в голенищах сэкономили, блин. Каждый раз. Ты японский городовой. Что не экономят? Пару квадратных сантиметров. Узкие, блин. Хрен засунешь. Замучаешься засовывать сапог. И замучаешься штаны потом в них засовывать. С Сережей в лес приехали. Новое место, новый лес. В разведку. Слушай, на 5 секунд зашел в лес. Вот это тучами там растет. Это что такое? Они всегда тучами растут. Я их не собираю. Говорят, съедобные. Кто, я не знаю, как они даже называются по-правильному. Кто-то горькушами называет, кто-то... Горькуши, типа, короче, несъедобные, короче, для нас. Ясно. Пошли дальше. Кушать или не кушать? Нет, значит, пошли нафиг. Думала, уже белых не найду. Но первый белый гриб. Вот он, красавчик. Еще 2 штучки. Я сомневаюсь, конечно, что они целые. Сейчас посмотрим. А! Большие белые грибы собирать? Не понял. А мне и ведро не взял. Лучше показать. Что там? Так. Ну, тут пару червяков ползает. Будем считать, что это его объели. Лосей не боишься? Тут перед нами небольшой лось отмахал. Пробежался. Или для тебя лось это так, мелочь пузатая? Сережа говорит, что это след лося. Да. Блин, я бы мимо прошла, даже не заметила бы. Может, я мимо лося могу пройти и не заметить? А ты какие собираешь-то? Маховички, Сережа, маховички. Нифига. Они хоть съедобные? Сережа, я тебе каждый год об этом рассказываю. Они съедобные. Да, я каждый раз удивляюсь. Я, конечно, мог сказать, что это я увидел, но ладно. Пускай ты. Червивые. Точно червивый? Червивые, червивые. Сильно червивые. Да ты что? О, вот. Сережа. Ну, и что? Я его тоже видел. На вид крепенький. Дарю. И там я еще где-то видела гриб. Вот такие маленькие. И вот эти 2 штучки. Начало есть. Ну, этот. Маховик. Точно? Ну, не знаю, съедобный, не съедобный. Съедобный, съедобный, Сережа. Маховик. Очень хороший гриб. Он сзади. Ну, этот, наверное, червивый большой. Это тоже червивый. Труха. Все, больше нигде поблизости нету. Они же обычно кучками растут. Ну как? Да. А что ты с ними делаешь? Варишь или что? С белыми? С маховичками? Да. Их маринуют, икру делают, замораживают. Что-то ты много перечислила. Для меня они то ли грибы, то ли не грибы. Да, конечно, Сережа, кушаешь и в ус не дуешь. Ну, если ты приготовишь, да, кушай. Тебе-то вредно для здоровья. Меня терять. А лично мне нафиг не нужно. Ты. Ох, какие малепусенькие. И что это? Белые? Ну, тогда вон еще. Да, я вижу. Семейство. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ой, 5, нет, 5. Это на сегодня самое большое семейство. Ну, давай, срезай, что ли. Вот, хорошенькие. А тут даже 3 штуки. Ну, ясно делаю. Я тоже увидел их.
После того, как я тебе показала пальцем. Ну, все равно принял участие. Молодец. Молодец. Где тут проехать? Там, где много-много широко воды? Или в узкой протоке? Что-то, мне кажется, лучше в этой протоке. По крайней мере, глубже и легче проехать. А что каменистый перекат, это мелочи жизни. Жить можно. Огромный большой белый гриб. Огромнейший. И вон малюсенький рядом. 8 грибов. Вот смотрите, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Самое большое семейство на сегодняшний день, которое я нашла. Все-таки у каждого сапога есть свои плюсы и минусы. Вот эти купил российские длинные. Это плюс. Длинные плюс. По мелкой воде в этом году первый сорт бегать пришлось по мелкой воде. Ничего не замочил. Вроде в этих сапогах недолго их ходил, и то уже где-то дырявые. Ах, где бы найти сапоги, которые подольше послужат? Я говорю, с длинными голенищами российские сапоги лучше по такому мелководью ходить. Вот сейчас по грибы собирали по сырым кустарникам, чернике, там, брусники ходил, ничего не намочил. Я сырая. О, видно даже вот как Да. это самое. Вот видишь, такие бы пригодились. Это все плюсы. А что же минусы не спрашиваешь? Сам Ладно. расскажешь. Ладно, вот это голенищах тут резину сэкономили, узко сделали, никак ногу не засунешь. Там полчаса надо засовывать, протискивать сквозь этот голенище. Голенище узкое. А второе все-таки жесткое, Это задник, да? не очень хорошо. Задник-то не знаю, а вот это боковую костяшку стер. Вот. Вроде полчаса походили, а может даже и чуть меньше. Стер, блин, и за полчаса. Что это такое? Что за сапоги такие? Это крайне хреново. Ну, отрицательный опыт тоже опыт. Уже больше такие сапоги. Но мне придется их таскать, пока не износятся. Конечно. Деньги же потрачены. Лейкопластырь заклеил. Зачем я это сказал? Да. И дальше. Мягкие сапоги в этом отношении лучше. Ну и голенище ширше надо. Да. Чтобы без мучений одевать со штанами. Но. Хорошо. У нас не Краснодар с его субтропическим климатом, где солнечные дни преобладают над дождевыми, сильно преобладает. У нас север, и погода с точностью наоборот. То есть сапоги в нашей жизни играют очень большую роль. В том числе и в сборе грибов. Поэтому сейчас попробуем выяснить, почему что-то пошло не так с этими сапогами. Тут выбор был прост до безобразия. Сапоги резиновые, формовые, мужские. Формовые, они наиболее крепкие. И просто тут самый дешевый, 673, предназначенный для защиты от воды и общепроизводственных загрязнений. Для охотников-рыболовов первый сорт. Кто знал, что я столкнусь с узкими голенищами? Для сравнения с моим сапогом беру мой старый короткий, у которого никаких проблем не было с засовыванием ноги, и бродни, у которой тоже проблем особых не было. Такие бродни продаются массово, и проблем с засовыванием ноги у нее в принципе не было. Чтобы уменьшить ошибку в размерах, используем целлофановый пакет. Высоту сапог измерим рулеткой, голенище мерной лентой. У меня получилось длина окружности короткого сапога сверху при высоте 29 сантиметров 44,7 сантиметра. На такой высоте у моего сапога 43, то бишь на сантиметре 0,7 меньше. У бродней длина окружности сверху голенищ 47,5 при высоте 36 сантиметров. На такой высоте у моих сапог длина окружности 46. И здесь от бродней тоже
меньше, на 1,5 сантиметра длина окружности. То есть на моих, условно сказать, новых сапогах Томского завода резиновых изделий голенище явно уже. И в принципе это заметно уже. Лично я понял, что я пролетел с этими сапогами, как фанера над Парижем. И что делать-то? Бог его знает. Они-то для производства созданы, крепкие, плотные, очень износоустойчивые. Боюсь, что праправнукам хватит еще носить. Но ясно одно, тот, кто сделал данный сапог с длинным и узким голенищем, редиска, что ему пожелать, пускай носит он на своем производстве. Слово сказать, а для какого производства данный сапог-то? Узкие голенища кому нужны? Они-то уж точно покруче матюги будут говорить. Вопрос.